В эфире игра «Ума палата». Это игра «Ума палата» – интеллектуальное телешоу, аналогов которого нет на якутском телевидении. Второй сезон «Ума палата» подарил телезрителям 106 игроков, в то время как в первом сезоне их было всего 72. Это говорит, что телевикторина набирает обороты популярности, ее любят смотреть и любят в ней участвовать. Мне сама передача очень нравится, да, так как ее всегда смотрят мои родители, в основном моя мама смотрит. И она вчера была очень счастлива, то, что я здесь участвую. Риме Николаевне персонально от меня большой-большой привет и признание в любви столь преданному поклоннику. Но «Ума палата» — это игра не только на эрудицию и быстроту ума, но и на удачу, на умение сохранять самообладание и достоинство, а еще это игра рекордов и антирекордов. Антирекорд в нашем телешоу установила актриса сериала «Хирурдар» Аина Федорова, которая по итогам 3 раундов не заработала ни одного очка. На втором месте антирекордов по количеству набранных баллов оказалась певица и ведущая мероприятий Кланура Слепцова. Учиться, учиться и еще раз Учиться. Да, это правильный ответ, единственный ваш за всю игру. Да. И предприниматель Люция Игнатьева. В их копилке правильных ответов всего по 1 баллу. Про «Ночь, улица, фонарь». Это я точно перепутала, на остальные я точно не знала ответа. Что вы говорите? Продолжите эту фразу. Ночь, улица, фонарь, аптека. Дальше не знаю. И замыкает тройку отстающих председатель молодежного правительства Сергей Иванов, который стартовал весьма самоуверенно, но быстро сник и заработал всего 2 очка. Удача сегодня не с вами. Надеюсь, она будет сопутствовать в ваших делах. Хуже их не отвечали даже школьники. Хотя так говорить не совсем корректно, ведь именно школьники поражали нас энциклопедическими Про знаниями. телеграф это я пытался логически связать, так как до радио как будто бы и рано, а какой еще... Почему-то я подумал на средства связи. Сперва хотел сказать телефон, потом радио, потом смотрю на дату, а там слишком рано. Потом вспоминаю про такое замечательное изобретение, как телеграф, и решил его озвучить. Призеры различных олимпиад республиканского и российского масштаба, девятиклассник Александр Васильев из столичной 5-й школы и выпускник Намской школы Владислав Санников действительно удивили и порадовали нас. Уверены, что их ждет блестящее будущее. Веря в себя, затем мое участие в Олимпиадах. Благодаря участию в Олимпиадах я невероятно расширил свой кругозор по сравнению с тем, что было. Как и Максима Евсеева, звезду университетского лицея при СВФУ, победителя Всероссийской школьной олимпиады по французскому языку. Надо отметить, что Максим знает не только французский, но и английский язык и также является призером по этому предмету. Удивительное будущее открывается перед ним. Запомните это имя. Мы скоро его точно еще раз услышим. 4 предмета, и где-то вы даже не просто призер, а даже победитель. Словом, вы уже поняли, что когда к нам приходят уникальные дети, это всегда для нас радость. Так порадовал своей игрой и непосредственностью Эрчим Кайгородов с одноклассником Айталом Спиридоновым. Оба учатся в Центре глобального образования. У меня вроде нормально. Ты откуда красные кхмеры знаешь? Ну, знаю, потому что... Знаешь? Хасушин. Хорошо, мы Привет, готовы. мам. Эрчим набрал 18 баллов, а Айталу хоть и не удалось приблизиться по очкам к своему другу, но это не испортило ему настроение. А вот у кого испортилось настроение, так это у магистранта СВФУ Андрея Межинского. Внимательные телезрители должны помнить его по первому сезону, когда он с огромным отрывом в первом раунде вырвался вперед. А во втором уже отстал и уступил 3-й раунд своему оппоненту. Незакрытый гештальт, естественно, остался, и Андрей рискнул взять реванш. Но второй сезон обернулся позорными 4 баллами, и игрок вновь не добрался до 3-го раунда. Что-то скажете на прощание, Жаль. что-то пожелаете? Могу напоследок Высоцкого процитировать. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода.
Но мы не устаем повторять, что знать все и помнить все – это почти невозможно. Особенно за такое минимальное время, которое отводится в ума палата. А за 2 минуты игроки в среднем успевают отвечать на 20 вопросов. Всего раундов 3. Получается, что одному игроку надо ответить примерно на 55 вопросов из совершенно разных тем. Ясное дело, сложно дать верные ответы на все. Как сложно вспомнить школьную программу и нашим горожанам. Каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице? Аурум. Ау. М. А, нет, это меди. Забыл, если честно. Фе, нет. Я вообще думаю С и что-нибудь такое. Железо... Ферм. Фе. Ферум. Фе. Ф. Фе. Ферум. Железо. Ферум. Кто написал «Герой нашего времени»? А что это за произведение? Надо историю почитать. Достоевский, нет. Герой нашего времени, к сожалению, я не помню. Ой, Толстой, наверное. Островский, по-моему. Грибоедов? Достоевский. Лермонтов. Кто? Мы знаем. Да. Да. Сейчас. Лермонтов. Каким символом в математике обозначается площадь? Пи. П. С. Площадь С. С. Площадь С. С. Сколько всего улусов в нашей республике? Отличный вопрос. 38? 20, примерно 24? Улусов много. 23. Ой, это я тоже не знаю. Наверное, 32. Давайте так примерно скажу. Ну, примерно, наверное, 64. Хороший вопрос. Так, почему-то 14 крутится цифра. Не могу точно сказать. 12. 17. Много. Ума палата – это не только риск, но и проверка себя на стрессовую устойчивость. И немало этому способствуют периодические комментарии ведущего. Гимнофобия. Вы сказали, что это боязнь. Флагов. Прекрасно. Типа гимн? Ну, типа да. А Высоцкий у нас, по-моему, работал в театре оперы и балета. То есть это ранняя деменция, это волнение, но не отсутствие знаний. Что-то вы хотите сказать на прощание? Все. Понятно, что многих игроков вводит в ступор язвительные высказывания Дмитрия Жиркова, но были и такие, которые могли дать отпор. Сотрудник жилкомсервиса Игорь Зуев вообще, кажется, наслаждался всей этой нервной атмосферой, поэтому не сильно расстроился своим 15 баллом, хотя это, конечно, приличное количество. Интересная игра сложилась у директора благотворительного фонда «Харысхал» Любови Клюкиной. Честно, мы не ожидали, что экс-замминистра по делам молодежи Якутии такая азартная и согласится принять участие в викторине. И это здорово, что Любовь побывала у нас. Только за первый раунд она блестяще набрала 10 баллов. Во втором раунде также верно ответила на 10 вопросов, что позволило даже не продолжать игру, ведь в ее копилке уже было 20 очков, и она уже проходит на следующий этап. Но Любовь, конечно же, рискнула. Браво! Сразиться с оппонентом, но прежде самим собой решился и фрилансер Максим Буранга, а также пенсионер Павел Неустроев. Последний, кстати, специально приехал к нам на игру из Амгинского улуса и не побоялся сыграть против учащегося, чьи знания по школьной программе, естественно, свежи. Хочется подчеркнуть, что в этом сезоне игра «Ума палата» как никогда богата участниками из разных районов Якутии, что мы уже смело можем составлять карту игроков. Так у нас играли жители близлежащих Хангаласского и Намского улусов, приезжали из Амги, Чурапчи, Вилюйска и Нюрбы. У нас даже были учителя из Усть-Маи и Устьянского района. Это потрясающе. Такой же потрясающей на эмоции оказалась игра из звезд нашей республики, блогеров Евгении Щукиной и Алексея Михайлова. Евгений, как называется неорганическая кислота? А их ответы в «Ума палата» разлетелись по сети как отдельные мемы. Меня зовут Алексей, актер, блогер, продюсер. Я люблю везде быть первой, неважно с какого конца. Алексей, на каком материке находится пустыня Гоби? Евразия. Верно. Евгения, как в русском языке предложение выделяется обращением?
Это... Алексей, жанр живописи, который изображает элементы повседневной жизни человека. Жизнь. Бытовой. Что это было? И по ЕГЭ у меня были баллы 98 там набирал. Ну что-то по вашим ответам не видно, что было 98 баллов. Ну, какой был предмет? Культура. Понятно, где-то в параллельной вселенной. Но больше всех лайков собрали команды «Квиз» в тематическом выпуске от 25 мая. Игра поделилась на две темы. Одна была посвящена Гарри Поттеру, а вторая — саге «Властелин колец». Это было настолько увлекательно, что даже коллеги из других редакций собрались в студии, чтобы понаблюдать за игрой. Играли по двое, а две головы, как известно, лучше одной. Поэтому неудивительно, что и Поттерманы, и фанаты Толкина набрали заветные 20 баллов и оказались в числе лидеров гонки «Ума Палата». Составляет 25 правильных ответов. Также по двое, для смелости, сыграли юристы Семен Неустроев и Станислав Андреев. Они сразились с преподавателями Ольгой Лыпкиной и Михаилом Прокопьевым. Хотя, как нам кажется, все прекрасно справились бы и по одному. Тандемы сыграли хорошо, достойно, но до заветных 20 очков не хватило чуть-чуть. А вот юноармейцы набрали нужное количество баллов. Даже, можно сказать, перебрали. 28 очков. Это абсолютный рекорд игры «Ума Палата». Выпуск также был тематическим, и посвятили мы его 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И поэтому вдвойне приятно, что школьники, юноармейцы так прекрасно владеют информацией об этом периоде истории. Хвала им и честь. Вот и добрались мы до списка лидеров, который в этом сезоне значительно больше, и это без сомнения радует. Так, нижнюю строчку в нашем списке разделили блогер Элина Вензель и студент-филолог Игорь Королев. У обоих 19 баллов. И мы дали им шанс вновь проявить себя. Следом за ними, набрав 21 балл, Поттерманы, команда «Квиз», Наталья Им и Иван Никулин. На 1 балл больше заработала в одиночном поединке девятиклассница из столичной школы номер 5 Ника Котельницкая. В ее копилке 22 балла. Директор благотворительного фонда «Харыскал» Любовь Клюкина с 23 баллами на 3-й позиции. Второе место рейтинга самых умных и эрудированных у преподавателя колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Эдуарда Миронова и команды «Квиз» поклонников саги «Властелин колец» Ольги Львовой и Сергея Максимова. Ну а возглавила список отборочных игр команда юноармейцев «Искра», отлично справившаяся с вопросами по истории Великой Отечественной войны. У Гюзель Розакова и Тимура Курбанова рекордное количество баллов за все сезоны игры «Ума Палата» – 28. Серия игр четвертьфинала определила новых героев. Так, в полуфинал телевикторины «Ума Палата» прошел Эдуард Миронов, Ника Котельницкая, Ольга Львова и Наталья Им. И только двое из них сразятся в финале, и мы, наконец, узнаем, кто самый умный и эрудированный в нашей республике. Приготовьте попкорн, ставьте на громкость телевизоры. Мы начинаем финальную игру телешоу «Ума Палата». Айрон – якутский бренд для победителей. Создаем одежду, в которой сочетаются стиль и комфорт. Спортивная и повседневная одежда на каждый день. Ждем вас на Ленина 21А. Айрон. Это игра «Ума Палата». Сегодня из этой студии можно уйти победителем, а можно остаться абсолютно ни с чем. Именно сегодня мы узнаем, кто самый умный, эрудированный и удачливый в нашей республике. Господа, сегодня в телевикторине «Ума Палата» финальные схватки, после которых мы озвучим, кто выиграет денежный приз – 100 тысяч рублей. Я рад приветствовать в студии Эдуарда Миронова и Ольгу Львову. Ольга, каков настрой на игру? Волнительный, боевой. Какой еще может быть? Есть ли какие-то прогнозы? Ой, прогнозы не хочу ставить, потому что все на воле. Как пойдет? Как пойдет игра? Ну хорошо, давайте все равно пофантазируем. Вы выиграли. На что потратите деньги? Даже не знаю. Пока не планировала никак. Не думали.
Ну, понятно. Эдуард, а на что вы потратите деньги? Ну, у меня вот скоро ребенок родится. Буду что-нибудь для ребенка покупать, мебель, одежду. Там. У меня машина вот недавно тоже купил. Им для машины тоже надо всякие вещи купить. Какая область знания вам дается хуже всего? Ну, я плохо запоминаю даты, это точно. Я плохо запоминаю высказывания. То есть это история, скорее всего, и литература. Ну что же, посмотрим, что покажет игра. Принцип финальной игры достаточно прост. Вам нужно набрать наибольшее количество правильных ответов в 2 раундах. Тот, кто заработает больше, тот и выиграл. 3-го раунда для вас сегодня не будет. Пока что рядом с вами черный ящик. В нем, как и прежде, 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар по-прежнему красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Эдуард, удача пока что на вашей стороне. Верните шар на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В 1-м раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает больше, тот и будет отвечать первым во 2-м раунде. В случае равенства баллов будет объявлен дополнительный раунд, правила которого по-прежнему просты. Вы будете отвечать по очереди, без учета времени, до первой ошибки по принципу пенальти. Начинает дополнительный раунд тот, у кого преимущественное право ответа в предыдущем раунде. В общий зачет засчитывается 1 балл. Итак, 1-й раунд. Эдуард, как называется сборник сказок об уравненных история о Шахерезаде? 1001. Верно. Ольга, по главе какого индейского племени стоял легендарный вождь Ацуола? Краснокожих. Семинолы. Эдуард, из зерен какого злака производит крупу пшено? Из пшена. Из проса. Ольга, произведение какого композитора чаще всего исполняется во дворцах бракосочетания? Мендельсона. Верно. Эдуард, сколько типов темперамента выделил Гиппократ? 4. Верно. Ольга, где находится родина гвоздичного дерева, бутоны которого используются как пряность? Греции. Индонезия. Эдуард, какой герой Пушкина под видом француза де Форжа поступил учителем в дом своего врага? Пас. Дубровский. Ольга, для жителей какой древней страны составил свод суровых законов дракон? Ольга? Пас. Афинская республика. Эдуард, каким камнем увенчана шапка астраханская русских царей, экспонат оружейной палаты? Янтарь. Изумруд. Ольга, какому врачу Некрасов посвятил голову пир на весь мир в поэме «Кому нарастить жить хорошо»? Пас. Боткину. Эдуард, как называется советский мультсериал о попытках волка поймать зайца? Ну, погоди. Верно. Эдуард, в какой период советской истории был раньше, застой или оттепель? Ольга. Оттепель. Верно. Эдуард, какой философ написал работу «Критика чистого разума»? Фрейд. Иммануил Кант. Ольга, стритбол – это уличная разновидность баскетбола или футбола? Баскетбола. Верно. Эдуард, точка отсчета для измерения роста лошади служит холка или круп? Холка. Верно. Ольга, какой буквой латинского алфавита в уравнении обозначает неизвестную величину? Икс. Верно. Эдуард, у кого шекспировского героя были дочери Ганерлия, Регана и Корделия? У Гамлета. Король Лир. Ольга, как у куба называется отрезок, соединяющий 2 вершины, не проходящий по ребру? Диагональ. Верно. Эдуард, химический элемент Московии получил имя по названию города или области? Давайте по области. Верно. Ольга, на берегу какого моря находится самая низкая точка суши на Земле? Охотского. Мертвая. Эдуард, какая героиня славянского фольклора считается аналогом германо-скандинавской Ундины? Ольга. Русалка. Ольга, с каким знаком препинания совпадает математический знак факториала? Равно. Восклицательный. Эдуард, в какой стране вегетарианство появилось как следствие идеи ахимсы, не насилия? Греция. В Индии. Ольга, катод – это положительный электрод или отрицательный?
Положительный. Отрицательный. Эдуард, сколько заветных желаний исполнил добрый волшебник Гудвин для возвращения Элли домой? 3. 3. Это правильный ответ, время вышло. Первый раунд завершен. Его статистика выглядит следующим образом. Всего я задал 25 вопросов, при этом Ольга дала 5 правильных ответов, Эдуард 6. Интрига сохраняется. До сих пор неизвестно, кто из вас вырвется вперед. Ольга, какие ощущения после первого раунда? Смешанные. Я на некоторые вопросы знала правильный ответ, а в итоге неправильно ответила. Поэтому немного дезориентация возникла. Но это явно не 50 на 50. Какие эмоции больше преобладают? Ну, дальше такие же боевые. Хорошо, посмотрим, что покажет второй раунд, решающий. Эдуард, а вы довольны результатами первого раунда? Ну, конечно, мало ответил. Обычно побольше бывало. Но я больше чувствую любопытство, что будет во втором раунде. Ну что же, будем готовиться ко второму раунду и предвосхищать его наступлением. Эдуард, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд длится 3 минуты. Вы отвечаете до первой ошибки. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Итак, второй раунд. Эдуард, что такое сульфаты? Это соль. Верно. Эдуард, в честь какого европейского государства получил название химический элемент полоний? Пас. Польша. Ольга, как зовут дракона из русских сказок? Змей Горыныч. Верно. Ольга, сколько медалей входит в олимпийский комплект? 3. Верно. Ольга, у какого фруктового растения есть сорт грушевка московская? Груша. Яблоня. Эдуард, как на русский язык с греческого переводится слово атом? Частица. Частица? Это неверно, неделимый. Ольга, сколько градусов содержит угол, который в радианах равен π? 314. 180 градусов. Эдуард, назовите мужское имя, которое в переводе с греческого означает «распрягающий коней». Пас. Ипполит. Ольга, какой овощ фея крестно превратила в карету для Золушки? Тыкву. Верно. Ольга, на Тихоокеанском побережье какой страны расположен курорт Акапулько? Черногория. Мексика. Эдуард, в сердце какого литературного героя стучал пепел Клааса? Пас. Тиль Уленшпигель. Ольга, какой временной интервал содержит 3600 секунд? Час. Верно. Ольга, между какими странами возникал политический конфликт из-за необычайной схожести их флагов? Италия. Индонезия и Монако. Эдуард, какого сказочного героя лечили доктор, сова, фельдшерица, жаба и народный знахарь Богомол? Буратино. Буратино, верно. Эдуард, как называется переход твердого кристаллического вещества в жидкое состояние? Сублимация. Плавление. Ольга, какое имя присвоено аэропорту Якутска? Юнского. Верно. Ольга, к столетию какого писателя были выточены матрешки с лицами персонажей ревизора? Гоголя. Верно. Ольга, какой рыцарский орден был разбит в ходе Грюнвальдской битвы? Белые розы. Тевтонский. Эдуард, монархия какой африканской страны носил титул Негус? Пас. Эфиопия. Ольга, какой киногерой, перефразируя Лермонтова, пел «Белеет мой парус, такой одинокий»? Пас. Остап Бендер. Эдуард, фаворитами короля какой страны были маркиза де Помпадур и графиня Дюбари? Франция. Франция, верно. Эдуард, какое русское слово произошло от латинского «герендиум»? Пас. Ерунда. Ольга, какое приспособление для игры на струнных инструментах делается с использованием конского волоса? Струны, гитарные. Смычок. Эдуард, в какой губернии находился Мцецкий уезд, место действия повести Николая Лескова? Петербург. Орловская. Ольга, как в Древнем Риме назвали отряд войска, составляющий 10-ю часть легиона? Десятина. Когорта. Эдуард, в переводе с таджикского название города Душанбе означает именно этот день недели. Допустим, понедельник. Верно, понедельник. Как называется, Эдуард, и традиционный якутский музыкальный инструмент, у которого может быть 2, 3 или 4 струны? Крымпа. Крымпа, верно. Эдуард, на кого охотились наши предки в целях добыть амбру? На китов. Это правильный ответ. Время вышло. Второй раунд завершен. Прежде чем мы подведем итоги, поделитесь своими ощущениями. Ощущение облегчения есть. Наконец-то финал. Наконец-то отыграли. Хорошая была игра. Мне понравилось. Каким бы ни был исход?
Конечно. Главная игра хорошая, а потом исход, но исход дополнительный либо порадует, либо огорчит, ну это уже посмотрим. Ну, у меня схожие ощущения. Я также волнуюсь, какой будет результат. Ну, конечно, будет досадно, если я проиграл. Пока ничего не могу сказать. Для оглашения результатов нашей игры я приглашаю в нашу студию директора, главного редактора дирекции телеканалов НВК «Саха» и «Мамонт» Олега Колесова. Античный философ Аристотель сказал: ум заключается не только в знании, но и умение прилагать знания на деле. Вот участники сегодня и на всех протяжении всех пройденных этапов вы не только смогли продемонстрировать свой багаж знаний, но и правильно воспользоваться им. Сегодня по итогам финальной игры становится победителем, и ему вручается вот сертификат на денежный приз на 100 тысяч рублей. Им оказался Эдуард Миронов. Эдуард, поздравляю тебя и спасибо вам большое за активное участие. Вот ваш приз. Ага. Ольге, спасибо вам большое за активное участие. Вот в течение 3 недель, да, получается, вы играли, и от наших партнеров мы вам вручаем символический подарок. Спасибо. Спасибо. Путь был сложный. Несколько этапов соревнований, получается. Это дни, недели даже подготовки к игре. Конечно, я в душе надеялся на победу и очень верил в это. Обрадую моих родных с победой. Спасибо вам за поддержку, вот, родителям, что в детстве мне покупали энциклопедии. Спасибо нейросетям. Вот. Ну и всему человечеству, наверное, за знания, которые даются в свободном доступе в интернете. Это игра «Ума палата». Игра, где можно не только блеснуть эрудицией и интеллектом, но и заработать деньги. Игра, где встречаются ум и удача, где есть место чувству юмора и достойному поражению. Место, в которое приходит, чтобы проверить себя на стрессоустойчивость и за долей адреналина. Я с вами прощаюсь. Теперь уже до следующего телевизионного сезона. Готовьтесь. Быть может, именно с вами мы встретимся в этой студии.